Я Настя Ильчебаева, и чаще всего вы могли меня видеть в выпусках новостей. За годы работы я повидала многое. А сейчас решила сменить бешеный ритм города на размеренность сельской жизни. Для чего? Но причин сейчас достаточно. Свое хозяйство и натуральные продукты. Сколько кулинарных шедевров можно из них приготовить. Да и цены на квартиры нынче выше горы Еремель. А домик в деревне выглядит вполне себе привлекательно. Но главное не деньги, а душа села. И вот ее-то я и хочу понять. Детства в деревне у меня не было, так что буду наверстывать. Тем более, говорят, жизнь там стала современной. Люди развиваются, творят и меняют мир вокруг себя. Говорят, хватает и городских, сменивших привычную жизнь и переехавших в село. Вот и я сменю мегаполис на мегасело. Мне тут знающие люди сказали, что каждый человек хоть раз в жизни должен побывать на деревенской свадьбе. Тут в чем главное отличие от городской? Гуляет всем селом. И в некоторых местах еще сохранились старинные народные обряды. Вот на такую башкирскую свадьбу меня и пригласили. Но со своим самоваром в гости не ходят, так что нужно соответствовать мероприятию. Ну так куда лучше, теперь можно и в путь. Местечко найдется? Это проект «Мегасело», и мы в Белокатайском районе. Айдан айе, ана кунактар келет той. Мы, получается, родственники с вами, родственники. Я со стороны жениха, получается, так что все. Родня мы теперь уже. Аллаға шүкір, оңаяғымына бапты бет. Аллаға шүкір, Аллаға шүкір. Балдай татлы тілі bu. Амин, Амин, амин. Гляпа, это везде так башкирские свадьбы проходят? Нет, не везде. Это только в нашем районе показывают такие обряды, особенно башкирские. Такие обряды, сохранились здесь. Почему-то в других районах именно вот так не проводят. Я сама не из этого района, поэтому впервые увидела эти обряды только здесь. То есть для вас тоже это было новость? Да, я не видела этих обрядов раньше. Да, а теперь я прикипел. Мне это все нравится, между прочим, очень. Это не может не нравиться, потому что это очень красиво на самом деле. Да, нас часто приглашают. Мы такие обряды проводим, невесты приходят. Но вот это все мы показываем сейчас. Да, я даже не удивляюсь, что это пользуется популярностью, потому что это очень притягивает, очень завораживает. Вернемся, пока без нас там самое интересное не прошло. Да. Айда олам, келіндің хандығын хатып алайық әлі. Бінәһіңе бір тұқсай ақса. Хандық бәр аутана, менің апайым мен аутана. Проси больше. Бінәһіңе құл яулық. Мен риза, хандық хинеке. Әлі, хандықты ашып қарайық. Хандық топ-толы Қарағыз әлі, хандық бай. Бай. Эрик, это не настоящая была свадьба, ты, получается, в роли актера так вот выступаешь. А зачем подписываешься под это? Зачем тебе это? Потому что я сам башкир. Мне интересно, как это происходит на самом деле. Потому что это традиции наших предков, и я бы хотел, чтобы в будущем я провел такую же свадьбу. То есть ты, получается, уже решил все, да, как будет выглядеть твоя свадьба в будущем? Примерно, да. Мне кажется, зато можешь не волноваться теперь перед свадьбой, ты уже много раз ее отрепетировал. Нет, не волнуюсь. Венера Мазитовна, это что происходит-то? Вот сейчас жених бросает эльдик. Это бахет ептары по-башкирски, как можно сказать. Нити счастья. Они соединяют две незнакомые ранее семьи в одну семью. Невеста загодя до свадьбы еще готовит, вместе с подружками собирается вечерами и плетут эти нитки. Это очень трудоемкая работа. И вот их чем больше, тем, интереснее вот этот процесс. Если мы поймаем, им будет больше счастья. Конечно. Да? Да. Так пойдемте. Пойдемте, мы тоже будем ловить. Ой, молодец!
Кяу. Бигрек Матур. Ну, Азат больше всех соврал, вот ты. Ловкий малый, видимо, уже не на одной башкирской свадьбе погулял. У нас тоже все впереди. А это ученица Сайды Ахтямовой, наставница мне досталась именитая. Ее имя в числе мастериц, которые возрождают традиционную ручную вышивку башкир. Тамбурная вышивка – это объект нематериального культурного наследия республики. Вот так можно прикоснуться к истории. Платье, которое мне на время свадебного обряда дали мои дорогие новые знакомые, я пока упорно отказываюсь снимать. А все потому, что очень уж оно мне понравилось. И украшено оно, можно сказать, национальным башкирским достоянием. Тамбурной вышивкой. Так вот, чтобы мне хотя бы суть, азы какие-то понять. На это нужны годы? Нет, ты молодая, тебе 3 дня хватит. Ну, с утра до вечера у вас. Да. Можно попробовать? Пожалуйста. А если я испорчу? Мы сможем обернуть время вспять? Найдем. Найдем, на кого свалить. Так. Почти. Почти? Вот. Фу. И вот через эту вот. Ну, знаете? руками-то не надо. Крючком надо работать. Что поделать? У меня руки крюки, так что можно сказать, крючком. Все, вот. А вот я смотрю, именно все связано с цветами, с растениями. Да. Это не случайно? Вот вы встаньте теперь. Встать? Да. Вот этот фартук, он Свердловской области. А, даже так? Челябинской области, да. Тоже цветочный орнамент, но они крупные. Да. А у нас они такие. Получается, по фартуку можно понять, кто Да. откуда. Слушайте, интересно так. Это формировалось все внутри регионов, да, по-своему? Каждый регион, ну вот Курганской области тоже вышивает, но они так цветочки не заполняют. Ага. Они контур Делают. 1, 2, 3 прошли, у них тоже крупные, очень крупные А цветочки. почему это нужно сохранить? Часть нашей культуры. Это у нас вышивали родители. Вот у меня мама. Даже у бабушки, наверное, мама тоже вышивала. Но мы хотим сохранить вот это все. Молодежи передать, чтобы они тоже продолжили нашу культуру. Мне сказали, что настоящая хозяйка должна уметь варить. Но не уточнили, что. Вот так вот я и оказалась здесь. Огонь, искры, жар. В таких условиях работают люди, научившиеся подчинять себе металл. Знакомьтесь, кузнец Вениамин Ужегов. Это уже наша кочерга. Заготовка на нашу кочергу. Мы ее сейчас, получается, скручиваем. Сделаем немножко. Бараний рог, этот кусок металла. Сейчас у Вениамина большая мастерская, несколько работников, а когда-то вместо этого были командировки на вахту. Но вдали от жены и детей сложно. Тут и появилась мысль, а не стать ли кузнецом? Вот уж кто точно без работы сидеть не будет. А вы изучали как-то вот древние какие-то способы, методы, традиции вот этого дела? Увлекали? Ну, прям в древность не увлекался, но на тот момент роликов было очень мало. Ага, через интернет, получается, учились? Да, полностью оттуда, потому что обучать некому было. Тут, если только кузнецы, то они занимались и занимаются в основном лошадей подковывают, там какие-то детали делают, но не художественная ковка это все. Вениамин, наверное, даже приезжаете по улице Белокотая, узнаете свою работу? Да, не только Белокотайского района, и по северо-востоку мы работаем. Иногда едешь, смотришь в ворота, начинаешь что-то задумываться. И потом вспоминаешь, что когда-то мы их делали, потому что прошло уже больше 10 лет, как мы работаем. И все заказы даже не вспомнишь. Но я думаю, Анастасия надо доставать, пока она у нас не сгорела. А, еще может и сгореть? Да. Сюда, Анастасия. Как сделаем, вот, чтобы она была параллельно ручке. Параллельно ручки?
отдел. Еще немножко подогреем. Мне все хочется, мне прям как шампур так хочется заходить. Огонь и железо, значит, мясо надо, да? Финишная прямая. Куй железо, пока оно горячо. Пусть будет так, первая не должна быть идеальной. Сейчас мы давайте остудим и обработаем вторую сторону. Будет? Прямо опускайте, да? Кипятильник. Занятие не из легких. Одну и ту же процедуру нужно повторить по несколько раз. Но спасибо монтажу за то, что можем быстро перейти к конечному результату. Загребущая у нас кочерга получилась. Загребущая у нас кочерга. Вениамин, знаете, я рада, что у нас хотя бы что-то получилось. Для первого блина, скажем так, блина, нормально. который комом все-таки Это опыт, его надо... пройти на собственных ошибках. Так что, в принципе, я думаю, не так все плохо. Нет, совершенно неплохо. Свои Вы функции не она умеете врать, выполнит. Вениамин, не умеете. Ну, извините, не кузнец. Эти столы тоже производство Вениамина. И едут они в его гостевой дом. Еще пару лет назад это было пустующее строение, не самого привлекательного вида. Но в хороших руках место расцвело. Это Венский лес. Название мы придумали нечаянно. Друзья нам предложили такое название, раз он Вениамин, говорит, наверное, это Венский лес. Ну, в общем, мы логично. решили, что в Венском лесу прям реально очень красиво. Ну и у нас здесь красиво, поэтому мы решили так назвать. А вы, получается, не пробовали в город уезжать? Нет, не было особо желания уезжать. Дети у нас, вот старший ребенок, он в городе живет, мы так к нему и съездим, и обратно. Ну, все-таки у нас тут спокойно, родители тут. Изначально у нас дети, наверное, как-то вот пошли в школу, осадили, а потом, ну, и надо же развивать свое село. Кто будет это делать, если не мы? Ну, правильно, верно, Да. верная мысль. Вот. И у вас муж какой-то такой инициативный, да? Да, он такой. Ему не живется спокойно, ему надо все время что-то делать. Даже вот пирс тоже делали сами. Очень такое Варили. красивое, романтичное место, я бы даже доски, сказала. Да, шикарный вид. Тут был плохой, нам пришлось все переделывать. Можно ходить, гулять, на лодках подплывать. Я не удивляюсь, кстати, теперь, почему ваше место часто выбирают для площадка проведения для свадеб. Да, тут шикарные, получаются, фотографии. Некоторые фотографии прям как на море. А тут прекрасные закаты, просто вообще. Дом преобразили и внутри. Дизайнером и автором идей выступила Екатерина. Она же здесь и хозяйничает. Ну, вообще, как бы тут все сделано своими руками, сделано с любовью. Нам, конечно, помогали наши рабочие, без этого никак. Дети наши также нас поддерживали. Сами красили вот это все? Все делали сами, абсолютно. Красили сами. Было очень много щелей, силиконили, руки были все в занозах. Ну, ничего, мы справились. Очень необычное и атмосферное место. И мне это напоминает даже какую-то усадьбу из 18-19 веков. И в такую сказку это превратилось благодаря желанию и усилиям двух людей. Но приезжать сюда все-таки опасно, не захочется уезжать. Это не мертвая вода после 100 градусов, а именно живая вода. И то, что сгорит, взорвется. Взорвется? Да. Жалко, вы не чувствуете этот аромат. А это еще мясо не подавать. Да.
если театр начинается с вешалки, то огород с черенками лопаты. По крайней мере, для меня. И вот так вот происходит рождение, возможно, будущей лопаты. На работу я сюда не устраиваюсь, но хозяин пилорамы Ильфат сказал, что готовы взять любого, обучат всему. Это, можно сказать, его жизненное правило – давать шанс каждому. И не раз это спасало жизни. Ильфат, ну у вас работа прям кипит, и людей, я смотрю, достаточно. Обычно говорят, чтобы работы нет в деревне, у нас есть всегда работа. То есть, допустим, утром человек пришел, он даже спонтанно может прийти на работу и без работы не уйдет. Насколько я знаю, у вас населенный пункт участвует в конкурсе «Трезвое село», верно? Участвуем. Проблемы с алкоголем есть в городе, в селе тоже. Но мы больше переживаем за село. Вот рабочие места создали, помогаем пройти реабилитацию, трудоустраиваем на работу их. И вот есть случаи, когда вот по несколько лет не употребляют, чисто работают каждый день. А вам это зачем? Чтобы село не угасало, чтобы процветало село. Село у нас все равно большое. Есть нужда в работе, стараемся больше привлекать людей. У нас бизнес-планов много. А бывает такое, что уже их семьи приходят, благодарят вас? Жены приходят, дети приходят, говорят спасибо за помощь, за реабилитацию. Приятно вам это? Ну, естественно. Хорошие слова всегда приятны. Что можно получить из дерева? Ну, первое, что приходит на ум, это стройматериалы, дрова, но предприимчивое человечество шагнуло куда дальше. И сейчас из того же самого кедра или сосны можно сделать лекарство, косметику или воду, а точнее не воду. Это и в самом деле удивляет. Вода, полученная из дерева, с виду выглядит как обычная бутилированная. Но состав, говорят, куда полезнее. Пока об этом чудо-напитке знает не так много людей. Но все впереди. Не стоит путать с березовым соком, говорит автор идеи Ильдар Мухуддинов. Воду получает из кедра и сосны не совсем обычным методом. Для этого пришлось сделать специальную установку. Ильдар, ну для меня пока загадка, как из куска дерева можно получить бутылку воды, не воды. Как это происходит? Это инновационная запатентованная технология. Мы при сушке леса при 38-40 градусов испаряем влагу и обратно ее получаем в воду. То есть вода получается очень полезная. То есть это не мертвая вода после 100 градусов, а именно живая вода, которая очень полезна для организма. То есть, получается, живая вода есть не только в сказках, но и на самом деле в нашем мире? Да, в жизни есть живая вода. Получается, вы немножко свою технологию придумали, так? Да, конечно, свою технологию, да, именно вышли на промышленные масштабы и получаем такой уникальный продукт, которого нет нигде в мире даже. А, даже так? Даже в мире, да. А почему именно Белокотай? Белокотай – это самое уникальное место. Он находится в равном удалении от 3 городов – Уфа, Челябинск, Екатеринбург. Здесь много леса, здесь очень экологически чистый район. И поэтому дерево чистое, не вода получается самая качественная. Ну, плюс, я как понимаю, вы родом? Я сам родом с Белокотая, я здесь вырос, я здесь учился. И вернулся сюда, чтобы именно работать здесь и людям давать рабочие места и получать такой уникальный продукт. В утиль ничего не идет. Все в работу, все в дело. Из древесины Ильдар изготавливает дома, и некоторые уже обрели своих хозяев. Очень даже уютные домики. О, ну не могу не отметить сразу, как заходим, прям волной окутывает такой прекрасный аромат. Да, этот дом построен из сосны. Также мы строим дома из кедра. В кедровом доме аромат совершенно другой. Он даже чем-то напоминает эвкалипт. Хочется надышаться, потому что прям легкий праздник для легких на самом деле. Такую, знаете, чувствуется здесь немножко такая связь с природой. Все очень аутентично. Да, сон в этом доме очень хороший. А можно я тогда пока как раз попробую? Завтра, если что, ключи верну. И осталась я на всю неделю. Зажила так зажила.
Ладно, кого я обманываю? Мне и часика не дадут передохнуть. Производство вы наше посмотрели, дом посмотрели. Еще раз напомню, что дом сделан из сосны. И предлагаю вам продегустировать воду из этого дома, из дерева. Слушайте, ну вот этого момента я ждала, конечно. На самом деле пахнет. Запах дерева? Запах дерева. У меня ощущение, как будто я попробовала дерево на вкус, и мне понравилось. Так и есть. Но даже по вкусу мне кажется, что я пью что-то полезное. А огонь, интересно, хорошо тушит? Скоро то пойдет, сгорит все. Не то, что сгорит, взорвется. Взорвется? Да. Мы только что сейчас герметично это попытались все залепить. Это нужно для того, чтобы кислород туда внутрь не поступал, иначе произойдет такая реакция, что все это, получается, просто взлетит на воздух. Меня мало чем удивить, но этим людям удалось. Весь этот экстремальный и опасный процесс ради дегтя. И не знаю, что восхищает больше, само ремесло или те, кто им занимается. А это целое семейство дегтякуров. Для получения дегтя печь топится несколько дней, а потом в ней еще 12-16 часов томится береста, за которой необходимо все это время следить. Она потом и выделяет деготь. Ну, этому казану вот со дня основания стоит он. Это сколько? С 1860 года. 163 года будет. Ничего себе. А остальное все меняли тут. Крепкий. Крепкий, да. Вдохнула. Ага, нюхайте, нюхайте. Запах, чтоб не забыть. Мы не забудем. Я говорю же, итальянцы, французы. Запах я не забуду голову точно. засунули, чтоб не забыть. Итальянцы туда голову засунули? Да, итальянцы, французы. В смысле, вы засунули или они сами по собственному желанию? Сами засунули. Говорят, чтоб не забыть запах. Это кто к вам приезжал? Что это за итальянцы? Были иностранцы, делегация была. Деготь башкиры издревле использовали для лечения болезней, в хозяйстве смазывали даже конские упряжки для отпугивания змей. И уже 7-е поколение продолжает семейное дело, которое ни разу не прерывалось. Прадед, получается, у нас был охотником и в землянке встретился с этим Михаилом. Михаил был беглый каторжанин. Он жил в землянке. А дед мне рассказывал вот таким образом. Вот его выходили, надо было его спрятать, чтобы никто не знал. И вот он сказал: за то, что вы меня выходили, я вам научу вот такую работу. Вот они вырыли первую землянку, вот у нас тут русская деревня в сторону Калиновка, первую яму там они. Это, получается, происходило в каких годах? 1860-е годы. 19 век. Да, 19 век, начало 19. То есть, получается, началось с того, что ваш прапрадед познакомился с беглым каторжанином. Да. Вот так теперь очень вот эту деготь просят со всех концов. Вот я отправила недавно в Пензенскую область, отправила деготь в Татарстан. И вот завтра буквально отправляю в Заполярье. То есть ваша задача, вы за транспортировку и доставку отвечаете? Да, помогаю брату. А сейчас мы познакомимся с людьми, которых лично я обожаю. У них всегда миллион историй. И вот уж кто точно о лесе и его обитателях знает все. Мы привыкли говорить, что у нас в республике уникальная природа, и гордимся ею, но стоит обратить внимание и на ее не менее уникальных жителей – простые, искренние, преданные делу, хранители традиций. С такими товарищами не забалуешь. Хорошо, что мы на одной стороне. Егеря не только следят за порядком в лесу, но и подкармливают диких зверей. Соль раскидываем, чтобы земля тоже пропиталась. Полезно. Не всегда же, сами видели сейчас нынче, да, год дождливый. Да. Вот. Не всегда получается проехать. Или там завалит, или что-то. Приходится там разворачивать там.
пилу или топор забыл, или грязь. Слушайте, а какие люди в егеря вообще идут? Кто здесь работает, кто здесь остается? Кто, наверное, любит природу, лес. Кто хочет сохранить это, детям передать все. Ну, надо же что-то, чтобы осталось детям. А лес для вас что значит вообще? Лес? Да. Жизнь. Прям действительно это надо любить. Проехать сможем? Будет хорошо. Ладно. Техника. А вы считаете, опасная у вас работа? Ну да, я думаю, да. Потому что всякие люди бывают. Бывают люди спокойные, простые, вот, которые и правда приехали на природу, они отдыхать. А есть люди, которые приехали добывать. Им вот надо там что-то вот добыть, там что-то убить. А почему остаетесь работать? Я вырос здесь, я все это знаю. Я другое, можно сказать, ну, умею много, конечно, но это наше, мое, это наша родина, наша деревня. А кто вас к лесу-то так пристрастил? Это мой дед. Я воспитался, вырос у деда, это мой дед. Ну что же, и такое случается. Люди выдерживают, а техника бывает нет. Трудность иногда сама природа, да, создает? Да, сами природные условия. Но мы этого не боимся. Мы это все любим. Но с такими богатырями наша команда быстро вернулась в строй. Экскурсия по лесным владениям продолжается. А проехали мы немало. Территория огромная, и за всеми глаз да глаз. И за парнокопытными, и за двуногими. Мне просто это все напоминает, как будто яму с грязью, нет? Ну, нет, вот видите, ящик, где вот соль выкладываем. Лоси, косули, все подходят сюда. По следам уже поймете, по следам, понимаете, вот лось проходил, вот маленький лось. Вы как в этом вообще видите что-то? Потому что для меня это просто... Я даже вам скажу, вот этот самец лось прошел, потому что у него кругленные копыта. А вот эта косуля маленькая, видите? Это как тест Роршаха какой-то. Да, а вот теленок нынешний прошел, лося, вот видите, копыта маленькие? Да, вот это я буду. Это нынешний. Эдуард, а медведя-то видели? Раз на раз бывало такое, выходили? Ну, каждый год, наверное, не раз. Да? Бывает такое, ой, это мой прошлогодний друг. Вы знаете? Ну, если улыбается, да. Это лабаз для охоты, для охотников. Отсюда наблюдения ведут, охоту ведут. Хорошая лесная прогулка, когда вот мне говорили про лес, медитация, умиротворение. Я примерно так себе представляла это умиротворение. Я в детстве очень сильно мечтала о домике на дереве. На дереве? И кто бы знал, что моя мечта сбудется спустя 20 лет. Ну, это не домик, но приближенно к этому. Главное, крыша есть над головой. Михаил! Мишка! Выходи гулять! Примите от нас наши дары. Они все местные. Творог, мед, компот, наша трава, рябина и мясо. Мясо косули. Да. Так деликатес прям какой-то. Я, если честно, в жизни никогда такого не пробовала. Охота открылась у нас 20 августа. Так что все нормально, все правильно. Все В рамках закона. Все, ну у вас по-другому не может быть, мне кажется. По-другому не может быть. Конечно, нет. Все, спасибо. Очень приятно. И знаете, что скажу? Вы сами, как на самом деле, добрые такие мишки. У меня такое сравнение для вас после общения с вами. Вы прям для меня как такими стали. Все, спасибо большое и удачи вам в вашей службе. Спасибо. Нас пока. Приезжайте к нам еще. Почаще.
Что объединяет местных и природу? Красота. Белокатайцы прекрасны своей душой. И все, кто вам встречался, умеют видеть эту красоту даже в мелочах. А главное – сохранять ее. Будь то традиции, древние ремесла или природа, здесь своя жизнь. И она как раз-таки прекрасна своим отличием от города, искренностью, близостью к корням и умением созерцать редкое для наших времен качество. А сейчас мы отправимся к известному шеф-повару Айдару Хананову. Приготовим изысканные блюда из фермерских продуктов. Вот эти дары Белокатайского района для меня в диковинку. Я вообще, в принципе, не пробовала никогда мясо дичи. Какие-то особенности приготовки мяса дикого зверя есть? Но вообще, в целом, оно готовится так же, как и обычное мясо. Да, иногда оно бывает более жестким, но по вкусу оно более яркое, более насыщенное. Мы приготовим сегодня его достаточно простым таким домашним способом. Возьмем рукав, замаринуем его и в духовке часа 3-4 оно у нас потомится, поготовится и попробуем, что у нас получится. Как раз будет время нагулять аппетит. Да. Для маринада нам понадобится лук, морковь и томаты. Нарезаем не мелко, конечно же, добавляем специи, соль и перец. Натираем мясо со всех сторон. Когда мы маринуем, массируем, тем самым мы передаем туда свою любовь. Даже так? Чтобы было вкусно, конечно. Так вот в чем секрет. Да. Обязательно зелень и для сочности растительное масло. Выложить мясо с овощами в рукава для запекания. Ну все, отправляем это в духовку на 130 градусов, часа 3,5-4. А дальше мы проверим, если у нас мягонько готово, то будем подавать. Если нет, то еще будем доготавливать. Запасаемся терпением. Да. Ну что, пока косуля у нас запекается, самое время приготовить гарнир. Я предлагаю сделать к нему булгур с овощами, потому что булгурчик отлично подходит к томленому тушеному мясу. Вот. И булгур вообще принято, его же можно просто запарить водой, накрыть крышечкой, он набух, и все хорошо. Да. Но мы обжарим сначала овощи, насыпем булгур, доведем до кипения, закроем и что-нибудь сделаем поинтереснее. Лук и овощи Айдар рекомендует нарезать кубиками. Масло для обжарки используем двух видов – растительное и сливочное. А овощи мы готовим по мере жесткости. Сначала пассируем лук, далее через минутку добавляем перчик и уже в конце кабачок, так как он самый мягкий. Булгур сначала лучше обжарить, буквально 2 минуты. Я еще предлагаю немножко зиры добавить. Я думаю, зира лишней не бывает, да? Зира лишней не бывает, да, особенно с косулей. Жалко, вы не чувствуете этот аромат. А это еще мясо не подавали. Да. Добавляем питьевую воду. Ну, я думаю, можно оставить. Давай накроем не ее. Будем. Да, накроем тарелочкой. И она дойдет. Так, на 10-15 минут. Вскрываем. Надеюсь, что она уже готова. О боже. Да, ароматы неплохие. Ни в коем случае вот эти вкусняшки не выливайте, друзья. Пригодится все. Да, здесь же мясной сок, сок овощей, специи, кинзы. Далее мы возьмем так вот крупные части мяса, зальем их соусом, вернем нашу морковь и будем сервировать. Для более мягкого вкуса я добавлю немножечко сливочного масла. Сливочное масло вообще какой-то универсальный ингредиент, не испортит не только кашу, а все остальное, да? Прекрасный продукт, да. Он еще и затянет немножко наш соус до состояния подливы. Разогреваем. Можно начать сервировать. Здесь делаем полость и выкладываем мясо. Все, блюдо готово. Можем пробовать. Где мой инструмент? Прошу. Сразу, что мне нравится больше всего, что здесь мясо больше, чем гарнира.
Мне кажется, это самое нежное мясо, которое я когда-либо пробовала в своей жизни. Умеет хвалить. Как раз за счет томления, да? Да. Годится? Шикарно. Оставляем рецепт. Определенно. Все, друзья, рекомендуем и всем желаем приятного аппетита.